Вы смотрите итоги дня на телеканале «Якутия-24». В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. И в начале об основных темах этого выпуска. Якутия – первый из регионов, который приобрел новое оборудование. В Якутске состоялась презентация аппаратно-программного комплекса. На мероприятии побывал наш корреспондент. 44 компании, которые работают на территории региона. В республике продолжается реализация программы «Местные кадры в промышленность». Самые актуальные вопросы – это переселение или получение компенсации. Глава Ленска провел очередной прием граждан по личным вопросам. Как проходила встреча, узнаете из нашего сюжета. В качестве эксперимента северных оленей из Заполярья пробуют адаптировать к местным таежным условиям. Наш корреспондент расскажет про проделанную работу. Изучать историю Якутска и получать призы легко. Телеканал «Якутия-24» совместно с ВКонтакте запускает квест «Игру с QR-кодами». Победителю достанется ценный приз. Следственным отделом по городу Якутску устанавливаются обстоятельства гибели мужчины, тело которого обнаружено сегодня утром 13 апреля вблизи дома номер 9, расположенного на проспекте Ленина в городе Якутске. Следователями проведен осмотр места происшествия и тела мужчины. Его личность уже установлена. Это житель столицы республики 1977 года рождения. Следователь установила, что произошло падение с высоты 3-го этажа дома. Признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Вместе с тем, для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. В настоящее время на всех ледовых переправах на федеральных автодорогах Вилю и Колыма снижены грузоподъемности до 30 тонн, в том числе на ледовой переправе Якутск-Нижний Бестях, Хатасы-Павловск, Ангаласы-Сотинцы. Также с 9 апреля закрыт грунтовый автозимник федеральной дороги Вилюй на участке от села Тас-Юрях до поселка Верхнемарково Иркутской области. Ориентировочно 15 апреля ледовые переправы и автозимники центральных районов подлежат закрытию, и проезд по ним будет запрещен для всех видов транспорта, а в арктических и северных районах с 20-25 апреля. В пятницу 15 числа, исходя из ситуации, будем принимать решение о либо понижении, либо закрытии. Пока предварительно, так скажем, среднегодовые показатели, это всегда 15 апреля закрывался зимник, но уверен, что от состояния ледового покрова мы, может быть, посмотрим еще один день, 1-2 дня до конца недели. Зимник будет работать. В целом по республике зимники, на всех практически зимниках снижается сегодня грузоподъемность. В отдельных районах и на отдельных дорогах, особенно в южной части нашей республики, сегодня зимники работают с грузоподъемностью до 10 тонн. Между тем, начинается подготовка к доставке грузов в летнюю навигацию. Глава Якутии СН Николаев поручил ускорить завоз продуктов и товаров первой необходимости за закрытие ледовых переправ и начать подготовку к доставке грузов в летнюю навигацию по рекам и через Северный морской путь. Помимо этого, будет продолжен мониторинг уровня обеспеченности продовольствием и социально значимыми товарами городов и районов республики. Поручения даны в ходе совещания по обеспечению устойчивого функционирования потребительского рынка и продовольственной безопасности на территории республики. На этой неделе будет завершен завоз планового объема социально значимых продуктов питания в арктические и северные районы региона. Я как предприниматель именно по оптовому завозу продуктов питания каждый день я общаюсь с населением. И могу с уверенностью сказать, что на сегодняшний день ажиотажный спрос, напряженность среди наших людей, она близка к нулю. И, естественно, в этом хотелось бы сказать большое спасибо правительству республики, Министерству транспорта, ну и, естественно, нашему главе за эту поддержку, помощь в такое сложное время. В республике продолжается реализация программы «Местные кадры в промышленность». Всего в проекте принимают участие 44 компании, которые работают на территории региона.
Помимо промышленных компаний, в программе участвуют предприятия строительства, дорожного хозяйства и энергетики. Лучшими среди компаний-работодателей по итогам прошлого года стали Колмар, Алроса и Якутуголь. Иван Лазаренко продолжит тему. Как говорится, были бы руки, работу дадут. Но так ли это на самом деле? Ситуация на рынке труда и занятости и реализация программы «Местные кадры в промышленность» стали темами большого выездного совещания председателя правительства Республики Андрея Тарасенко, которое прошла в транспортном техникуме в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района. Благодаря проекту «Местные кадры в промышленность» в прошлом году трудоустроено порядка 10 тысяч жителей республики, а в наступившем году планируется охват не менее 5 тысяч граждан. Но несмотря на темпы реализации программы, перед властями региона сейчас стоят две первоочередных задачи: активизировать программу обучения и переобучения желающих для трудоустройства на вакантные рабочие места и отойти от вахтового метода, а также сориентировать молодежь на обучение по тем специальностям, которые сейчас наиболее востребованы именно в динамично развивающихся высокотехнологичных отраслях. Да, сегодня мы подвели такие итоги совещания, в котором в действительности мы наблюдаем огромный спрос трудовых ресурсов, и в то же время у нас огромный такой процент, 7%, скажем, безработицы. То есть мы можем компенсировать вот этим процентом полностью спрос на промышленность, на сельское хозяйство, ну, на все области, которые у нас сегодня в республике представлены. Действительно, с одной стороны, огромное количество вакансий на предприятиях практически всех отраслей. С другой стороны, большое количество безработных, в том числе квалифицированных выпускников как вузов, так и СУЗов, которые не могут найти работу или не хотят. Ситуация достаточно парадоксальная. Ежегодно на рынок труда выходит более 9,5 тысяч молодых специалистов. При этом уровень безработицы среди молодежи достаточно высок. Что нужно сделать, чтобы устранить дисбаланс между спросом и предложением? Что нужно сделать, чтобы система образования в полной мере отвечала запросам работодателей? Именно для этого и существует проект, чтобы решать совместно эти вопросы. Тем не менее, крупные промышленные предприятия региона заинтересованы в квалифицированной рабочей силе. И для успешного развития, кроме обязательных по закону мер стимулирования, реализуют дополнительные мероприятия для удержания действующих сотрудников и привлечения новых. У нас довольно серьезный социальный пакет, который предполагает и безусловное исполнение закона о северах, и дополнительные мотивирующие механизмы, которые работают по всей группе. Это и возможность отдыхать, да, с соответствующим финансовым обеспечением, получать санаторно-курортное лечение. Это и возможность дополнительных проездов в отпуск. Вот. Это и разные другие социальные гарантии, на самом деле, которые позволяют жить, работать, отдыхать и получать личностный рост. С другой стороны, повышение качества образования и, как следствие, повышение конкурентоспособности на рынке труда отмечают в компании «Железные дороги Якутии», где с успехом трудятся выпускники транспортного техникума. Должен отметить, что с каждым годом квалификация специалистов растет как и по высшему образованию, так и по среднеспециальному образованию. Что могло этому служить? Это прежде всего то, что практика, организованная в компании, непосредственно на тех рабочих местах, куда будут приходить работники, и уже выпускники точнее. И уже когда они приходят, они знают, с чем они будут сталкиваться. То есть не только они понимают это по книге, там, по лекциям, а именно практически они понимают. Резюмируя, можно с уверенностью сказать, действительно желающий работать обязательно найдет применение своим навыкам и компетенциям. То есть много у нас сегодня возможностей, которые все зависит от человека. То есть если человек хочет трудиться, работать, работает в Якутии просто завал. Иван Лазаренко, Григорий Охлопков, Нижний Бестях, Мегино-Кангаласский район. Новые камеры на дорогах. Сегодня в Якутске состоялась презентация аппаратно-программного комплекса, который в движении фиксирует нарушение правил дорожного движения. Устройства вмонтированы в мигалки автомобилей ДПС.
Испытания уже начались в столице республики. Отмечу, что ранее такое оборудование применялось только в Москве. Якутия – первый из регионов, который приобрел камеры нового типа. На презентации побывала Кристина Якупова. В центре устройства находится радар, который сканирует окружающую обстановку. Такая конструкция позволяет фиксировать дорожную ситуацию на 360 градусов вокруг автомобиля. Причем работает система как в движении, так и в припаркованном состоянии. Аппаратно-программный комплекс «Автоураган МС» разработали в компании «Технологии распознавания». Компания «Технологии распознавания» более 15 лет занимается, собственно, и разработкой, и проектированием комплексов фото-видеофиксации. В нашем, скажем так, наши разработки — это и стационарные комплексы, и контроль перекрестков, парковок, то есть весь набор видов нарушений. Вот всеми нашими комплексами можно говорить о том, что мы можем контролировать не менее 40-50 нарушений всевозможных, разными комплексами. И весь опыт вот этот 15-летний, он воплотился, собственно, на самом деле именно в этом комплексе. Камеры балки могут фиксировать практически все виды нарушений ПДД. От заезда до стоп-линии, до проездов по выделенным полосам, неправильных разворотов, перестроений и стоянки под запрещающими знаками. В том числе и превышение скорости при движении автомобиля в пределах 70 метров и 6 полос. Кроме того, такое устройство может выявлять машины с неоплаченной парковкой. Еще одна потенциальная возможность комплекса – проверка всех попавших в объектив автомобилей по базам розыска. Если данный прибор нам покажет транспортное средство, которое внесено в вот эту базу по розыску, там уже либо сами инспектора будут принимать по задержанию транспортного средства, либо уже передадут по радиостанции другим нарядам. Инспекторы ГИБДД могут следить за обстановкой вокруг с помощью планшетов. Так, картинку с камер можно передавать на мобильное устройство, которое крепится в салоне патрульного автомобиля. В него смогут одновременно смотреть оба инспектора. В Якутии с 2017 года проведена большая работа по увеличению комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения с 53 до 154 единиц. Благодаря принятым мерам удалось снизить количество дорожно-транспортных происшествий. Таким образом, в республике намерены добиться ключевого показателя национального проекта «Безопасные и качественные дороги» до 2025 года, сократив тяжесть последствий ДТП в 3,5 раза в сравнении с показателями 2017 года. У нас в основном фиксируются именно дорожно-транспортные происшествия именно на автомобильных дорогах федерального значения. Там есть большие тяжести. Есть резонансные ДТП. А в одном ДТП, например, 3-4 именно погибших. Чтобы именно этого не было, мы именно хотим привести именно для нужд ГИБДД именно вот такие комплексы. Новый комплекс будет тестироваться в столице республики на протяжении 2 недель. Затем и другие автомобили планируют оборудовать камерами. Зона работы будет расширена по всей Якутии. Кристина Якупова, Дюлус Иннокентьев, Якутск. В социальных сетях распространяется информация о том, что между двумя компаниями заключен договор аренды лесного участка в верховьях реки Амги не только для заготовки древесины, но и для организации туризма. Как развиваются события по этому вопросу, смотрите далее в сюжете Александра Хавренко. На неделе в социальных сетях вновь обсуждали заготовку леса в Алданском районе. Домыслов и слухов об этом проекте много, но большинство из них не соответствует реальности. Компания «Ангара» действительно получила в аренду лесные участки сроком на 49 лет. Но участки выделены только под лесозаготовку. Ни о какой организации туризма, охоты или добычи полезных ископаемых на территории арендованной ООО «Ангара» не идет. А срок 49 лет – это гарантия того, что предприниматель будет вкладываться и в инфраструктуру, и заботиться о лесовосстановлении. Мы находимся в так называемой зоне контроля. В случае возникновения лесного пожара эти леса тушиться не будут. До ближайших населенных пунктов десятки километров. До реки Амга 30 и более километров. Компания «Ангара» предусматривает в Алданском районе весь цикл работ. От лесозаготовки до его переработки и реализации населению. И важно отметить 2 момента.
Во-первых, себестоимость материалов существенно снизится по сравнению с нынешними ценами. Во-вторых, компания, которая займется лесопереработкой, зарегистрирована в Алданском районе, а значит обеспечит новые рабочие места и налоги будет платить в республиканский бюджет. В договоре у нас не только лесозаготовка, у нас прописаны правила лесовосстановления, очень много пунктов, есть содействие, сохранение подроста. То есть вообще у нас механизированная заготовка. Этот способ позволяет меньше оставлять порубочных остатков. Все работы на лесных участках проходят под строгим контролем государственных органов, основным из которых, конечно же, является Алданское лесничество. Вырубки леса сплошняком, как вот в народе говорится, что сплошное поле останется, такое не будет. Будет отведена определенная лесоделяна, где будет предусмотрена заготовка древесины диаметром от 16 и выше. Будет вырубаться только крупный лес. Весь подрост, молодняк остается в пасеке для дальнейшего произрастания. На соседнем участке в начале 90-х годов лесозаготовку производил Томодский лесокомбинат. Заготовка также производилась с условием сохранения подроста. И сейчас на этом месте вырос новый лес. Посмотрите, как тут возобновился подрост. У нас здесь на территории Алданского района посадка леса не производится, потому что у нас с сохранением подроста идет, с сохранением молодняка. Компания «Ангара», работающая на участке, готова к открытому диалогу со всеми, у кого есть вопросы по экологии, восстановлению леса и так далее. Директор фонда экологической безопасности Дальнего Востока давно следит за деятельностью компании «Ангара» на территории Якутии и неоднократно встречался с ее представителями. Итогом стало подписание специального соглашения. И предложил заключить соглашение между Фондом экологической безопасности Дальнего Востока и данными организациями ООО «Вудланд» и «Ангара» о том, чтобы вблизи реки Амга не велась никакая работа по заготовке древесины. Данное соглашение будет составлено с ООО «Ангара» и «Вудланд-24» с учетом мнений экспертов, общественников и специалистов. Защитные леса в участок разработки не попадают. Более того, лесозаготовщики написали официальное письмо с отказом от работ на этих участках. Александр Хавренко, Семен Семенов, Алданский район, Якутск. Антироссийские санкции не повлияют на наше производство, так говорят в лесопроизводственном комплексе «Алмаз». На сегодня производство ориентировано на 3 ключевых сегмента. Это выпуск пиломатериалов, изделия деревообработки и строительство деревянных домов для внутреннего рынка. 80 тысяч лиственниц и сосны поставляют из Витима. Из них 50 тысяч заготавливают в большом цехе Якутска. Распиленный материал подвергается термической сушке специальным оборудованием. В этом году комплекс планирует выпустить 30 тысяч кубометров пиломатериала. Население интересует в основном брус. Брус 18×18, потому что в основном, если для стройки самый основной материал это брус, потом уже сопутствующие это доски, доска 40-ка, доска 25-ка. У нас планы в этом году модернизация идет, модернизация станков, и мы внедряем антисептирование пиломатериалов, и как раз улучшение качества пиломатериалов будут. И в этом году у нас будет установлен пеллетный завод, и будем уже выпускать пеллеты. 66 семей Мирного в этом году переедут из ветхого жилья. У жителей алмазной столицы для этого купят квартиры. Люди отметят новоселье благодаря финансированию Алроса и региональной адресной программе. В общей сложности она коснется 3000 семей. В рамках действующего соглашения алмазной компании выделено 150 миллионов рублей. На эти средства закупят 47 квартир на вторичном рынке. Расселение ветхого аварийного жилого фонда города Мирный остается приоритетной социальной задачей для компании «Алроса». В период с 2016 по 2022 год на эти цели компания выделила по соглашениям 1 миллиард 349 миллионов рублей. В 2021 году компания выделила на расселение 7 аварийных домов 300 миллионов рублей для расселения 104 квартир. В
всего закупят 66 квартир в рамках финансирования «Алроса» и региональной адресной программы. В основном востребованы двухкомнатные по 73 тысячи рублей за квадрат. Однокомнатные чуть дороже – 88 тысяч рублей. А вот трехкомнатные стоит намного меньше. Квартира должна находиться в каменном доме, не относящемся к аварийному жилому фонду. Год постройки не ранее 70-го. Торги пройдут путем электронного аукциона. Ленчан тоже волнуют жилищные вопросы. В основном это переселение или получение компенсации. Глава города Ленск Александр Харунов провел очередной прием граждан по личным вопросам. Запись проходила накануне несколько дней. О некоторых из них смотрите в нашем сюжете. С раннего утра в приемной главы собралась приличная очередь. На встречу записалось порядка 20 человек. Были и те, кто пришел без записи. Глава обещал принять всех. Обращались к Александру Харунову ленчане по разным вопросам. Но самое актуальное – это переселение. Кто-то просил поменять распределенное жилье на другое, кто-то переселить раньше. Выплатить компенсацию раньше установленных сроков тоже желающих было много. Так Марина Горохова рассказала главе о своей проблеме. У меня условия для жизни непригодные. По крайней мере, для маленького ребенка точно. У нас очень холодно. То есть мы сидим на обогревателях, с октября по март точно. Вот я только на днях выключила обогреватели. Машинка не стирает от слова совсем, если в нее не заливать воду автоматически самой через шланг. У нас нет напора холодной воды. И это уже года 2. И трубы мы меняли, и все делали, ничего не помогает. В 2 комнатах стены обрушились. То есть у нас полы, стены продуваются. Александр Харунов пообещал женщине отправить к ней домой жилищную комиссию, которая осмотрит условия проживания и составит акт, после чего глава попытается решить этот вопрос на республиканском уровне. Вопрос переселения волновал и Аркадия Викторовича. Мужчина приобрел квартиру в аварийном доме. Когда пришло время получать жилье, возникла проблема. Собрал бумаги, а мне сказали, вам компенсация, за что купил. В смысле, и жизни, и цены, все дорожает. Обратился в суд, суд вроде признал, что, подтвердил. Сейчас вроде они согласились, что в ноябре дадут квартиру, потому что мне жить негде. Я пока доволен. Встречи. Некоторые ленчане приходили к главе просто за советом, что лучше, компенсация или новое жилье. Помимо переселения, граждан волновали такие вопросы, как бурение скважины. С этой проблемой обратилась пенсионерка, выделение земельных участков многодетным семьям и даже вырубка деревьев под окнами. Все пришедшие на прием остались довольны. Все вопросы глава пообещал отработать. Часть вопросов можно решить очень быстро, потому что они не требуют никаких там дополнительных финансовых вложений или еще что-то. Вторые вопросы это, скажем, по замене, Конечно, это все возможно, но при условии, если и там есть квартира, аналогичная по площади, по комнатности, потому что мы от программных мероприятий никуда не уйдем. И учитывая то, что люди просят, там, где есть возможность, мы, конечно, пойдем людям навстречу и попробуем их вопросы решить. Все вопросы были переданы специалистам городской администрации для дальнейшей работы над ними. Глава пообещал держать все под собственным контролем. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Утвержден новый порядок назначения инвалидности в России. Правила заменят действующий упрощенный порядок до 1 июля, который временно был введен из-за распространения COVID-19 для сокращения контактов. Правила объединяют как действующие положения, так и новые. Они будут вводиться в 3 этапа. Так, с 1 июля этого года гражданам дадут возможность самостоятельно выбрать формат прохождения медико-социальной экспертизы. Возможны 2 варианта – очный или заочный. Сегодня возможен только последний вариант. До пандемии обязательным было личное присутствие. Направлять на медико-социальную экспертизу будут только медорганизации. При этом постановлением правительства, которое утверждены правила признания лица инвалидом, оговорены случаи, когда медико-социальная экспертиза в обязательном порядке будет проводиться в очном виде. Это несоответствие между данными медицинских исследований и заключениями врачей, которые отражены в направлении на медико-социальную экспертизу. Также необходимость обследования с помощью специального диагностического оборудования, которое имеется в Главном бюро, проживание гражданина в доме-интернате и разработка индивидуальной программы реабилитации гражданину, ранее признанному инвалидом. Оленеводы Нерюнгринского района в рамках программы по увеличению поголовья и укреплению стада в качестве эксперимента пробуют адаптировать к местным таежным условиям северных оленей из Заполярья. За рабочим процессом наблюдал Сергей Козюра.
Этот своего рода первый опыт стал возможным благодаря тесному сотрудничеству местных оленеводов с промышленниками, в данном случае компанией «Эльга-Уголь», которая оказала финансовую поддержку данному проекту. Оленей привезли из Устьянского района с общины Удьер. 24 теленка приехало. Ну, они уже будут годовалыми. И будем смотреть, как они здесь адаптируются в таежной зоне. То есть это, получается, первый опыт такой, да? Первый опыт, да. Мы будем смотреть, как они адаптируются, как они себя вообще ведут. У нас же, не знаю, они другой континент, тундровые же. Ну в чем основная сложность при адаптации? Чтобы они с тундры, да? Они чтобы привыкли друг к другу, к этим оленям. Они привыкают, а эти олени наши уже научат их, что делать, что кушать, наверное, ну вот так. Дорогу из Заполярья в Янгринский на Слег телята перенесли хорошо, но, как оказалось, были не готовы к таким переменам, касающихся прежде всего бытовых условий. Сейчас вообще-то они только начинают привыкать. Вот они даже не знают, что такое изгородь, да? Они к изгороди вот только вот первый раз зашли. А до этого они не заходили, потому что они побаивались. Еще они побаивались оленей вот наших. Они от них как-то вот так, людей побаиваются. Ну, для них все чужое здесь. Все новое, да, все новое, поэтому там же в тундре они, наверное, от человека далеко, там ну, как-то близко не контактируют. Мы-то контактируем постоянно здесь, близко контактируем, поэтому у нас другой подход к оленям. Вот будем как-то смотреть, можешь привыкнуть. Чтобы они стали вот такими вот так, чтобы подходили к нам близко. Да, потому что в лесу мало-то сильно не кинешь, а так подошел, и все. Если олени из Устьянского района благополучно пройдут адаптацию и приживутся на юге Якутии, то данная программа поэтапно будет продолжена. Сергей Козюра, Нерюнгри. Изучай историю Якутска, получай призы. Телеканал «Якутия-24» совместно с ВКонтакте запускает квест-игру с QR-кодами, благодаря которой вы узнаете много нового о памятниках архитектуры и исторических местах города Якутска. Как это работает? Ищите QR-код в общественных местах города, сканируете их с помощью камеры мобильного телефона, переходите по ссылке и читаете статью. В статьях спрятаны буквы, из которых нужно собрать кодовое слово. Победителем окажется тот, кто первым соберет его и напишет нам в личные сообщения в сообществе ВКонтакте. Итоги подведем 18 апреля в Международный день охраны памятников и исторических мест. Победителю достанется ценный приз. На этом у нас все новости. Именно таким мы запомним уходящий день. Всего доброго и до новых встреч в эфире.